Хайырлы күн, добрый день, уважаемые коллеги. Біз 6-шы Наурыз фестиваліне бағышланған матбуғат конференциясын башлайбыз. Біздің матбуғат конференциясы екі дәулет тілінде бара. Наша пресс-конференция о театральном образовательном форуме «Наурыз» идет на 2 государственных языках. И наши гости Аюпова Ирада Хафизяновна, министр культуры Республики Татарстан, Фарид Рафкатович Бекчантаев, художественный руководитель фестиваля форума «Наурыз», Ильфир Ильшатович Якупов, исполнительный директор фестиваля форума «Наурыз», и Гульшат Низамовна Фаттахова, программный директор фестиваля форума «Наурыз». Свои вопросы вы можете прислать по WhatsApp номер 7 927 037 91 10. И наш первый вопрос Ираде Хафизяновне. Скажите, пожалуйста, Ирада Хафизяновна, вот были ли предложения, может быть, перенести фестиваль и какие будут как будет проходить фестиваль-форум в условиях ограничения? Добрый день. Действительно, я хотела прежде всего поздравить уважаемых коллег с прошедшим вчера днем журналистики. И без вашей помощи, без вашего содействия в продвижении культурных ценностей нам бы работать было очень сложно. Поэтому позвольте от лица всего сообщества деятелей культуры и искусства Республики Татарстан поблагодарить вас за ваш интерес, за ваше участие, за ваше небезразличие к вопросам будущего нашей культуры. И высказать надежду все-таки, что и в будущем мы будем выступать одной командой. Теперь то, что касается вашего уже вопроса. Действительно, у нас, вы видите, что последние 2 месяца это достаточно непростой период для учреждений культуры, и это причем не только в Республике Татарстан, не только в Российской Федерации. Это тема, которая актуальна для всего мира. Мы это наблюдаем, тенденцию по всему миру, когда учреждения культуры, они все-таки уходят на вынужденные ограничительные меры. И, безусловно, для деятелей культуры, для артиста, который без сцены остается достаточно на долгий период, это как часть жизни, понимаете? Тут невозможно. Вот я думаю, что театральное сообщество – это люди, для которых, и художники точно так же, и писатели – это не просто работа, это существенная часть жизни, это смысл жизни в какой-то степени. И поэтому действительно без зрителей мы очень тоскуем, мы скучаем. Наверное, поэтому очень много активности идет в режиме онлайн. И мы говорили о статистике, что если у нас за март-апрель прошлого года было 184 тысячи посещений театрально-зрелищных учреждений, причем посетителями учреждений были преимущественно жители республики, либо гости республики, это в основном были офлайн посещения, то за март-апрель этого же 2020 уже года, сопоставимый период, у нас было более 350 тысяч посещений, и это было связано, и география участников, география зрителей наших театрально-зрелищных постановок, она существенно расширилась. То, что мы стали очень большой объем предлагать в режиме онлайн, у нас сегодня активными посетителями или как зрителями наших спектаклей становятся татары, проживающие в Соединенных Штатах Америки, в Финляндии, Германии, Турции, Японии, Австралии. И это действительно, я считаю, что та ценность, которую мы выносим из не самого простого для нас периода, и пойдем с ней в будущее. Эту работу нужно будет продолжать. Причем интерес не только к Камаловскому театру, который, безусловно, является лидером в этом вопросе, в онлайн-трансляциях. Это и Атнинский театр, и Кореевский ТЮЗ, и все небольшие театры фактически, они имеют своего онлайн-зрителя, и эта аудитория с каждым днем расширяется. Именно поэтому, наверное, успех такого онлайн-формата при трансляции спектаклей все-таки внушает нам надежду, что онлайн-конференция, она тоже пройдет в позитивном настрое, тем более, что небольшой опыт у нас есть. В музее Шариф Камала 25 апреля был флешмоб, по сути, это тоже была такая перекличка
молодых татаро-пишущих писателей со всего мира, которые читали свои стихи. И если в реальном режиме мы могли бы собрать 50-60 человек, то реальными порядка 1500 человек приняли участие вот в этой акции в формате онлайн. Поэтому онлайн имеет свои преимущества, но я думаю, что детали вот этого вот онлайн-формата вам расскажут мои коллеги. Я просто не могла пройти мимо этой конференции. Мне следующее мероприятие, мне нужно будет уехать. Вы знаете мое отношение к Камаловскому театру, к театру вообще, к Камаловскому театру, к культуре. И я очень переживаю, Кстати, у меня тоже есть маска Камаловского театра, да. Забыла сегодня дома. Вы представляете, вот просто так обидно. Это была у нас униформа. Вот. И мне кажется, что вот те темы, которые будут затронуты, это... Вот я бы, знаете, можно предложение, да, то есть вот у нас 9 основных направлений: педагогика театра, самостоятельная работа актера над ролью, режиссерско-актерский курс, актерское искусство, сценическая речь, актерское искусство, пластика, современный театр, тенденция развития, менеджмент и пиар-технологии в сфере театрального искусства, театр кукол, театральная критика и работа литературной части театра, работа художественно-постановочной части театра. Я бы, коллеги, еще добавила еще одну тему, это театр онлайн, потому что, в принципе, тот опыт, который сегодня есть, когда часть актеров читали сказки, как это было, да, например, в Кореевском театре, в Качаловском театре, в Камаловском театре, во многих других, да, на многих других наших театральных площадках, и, кстати, на музейных тоже, да, Силкин тоже читал свои сказки. Вот. Кто-то давал просто какие-то в режиме онлайн комментарии, да, кто-то просто занимался пропагандой, кто-то ставил, мы уже обсуждали это, да, спектакли в режиме онлайн, и мы столкнулись с большим пластом проблем. Большой пласт проблем, связанных с авторским правом. То, о чем я говорю уже не первый год, то, что у нас это провисающая тема, авторское право, да, и институты защиты авторских прав выстроены таким образом, чтобы мы были защищены со всех сторон, чтобы мы грамотно оформляли, да, документы по сохранению авторства. Вот это нам на сегодняшний день в режиме онлайн-трансляции, оно выплыло огромным таким... Постановка такая задач была, что действительно этим вопросом надо очень глубоко заниматься. Поэтому, возможно, вот это целое направление сделало бы 10-м, так, хотя бы какую-то панельную дискуссию театр онлайн. Там будет у нас конференция какого числа? Она будет, да, у вас это заявлено? У вас это заявлено, именно как взгляд у нас это заявлено, взгляд... Сейчас, вызовы разума. Вот я думаю, что вы там про это будете говорить. Ну, вы видите, мы уже дискутируем в процессе. Вот, я думаю, что не меньшие дискуссии будут у нас и на площадках онлайн пространства. Вот, шнокора сұраулар болса мен жауап берермін, но мен қазір кетерге тиіш. Я хурматтуу коллегалар, суроолоруңузга. Ирада Хавсяновна, менің сұрау икіліштен. Міне кеше СТД жиылышында Фәрит Рафкатович Татарстан театрларына турында бик оптимистик фикерлер әйтте, дәүләт тә булыша дигән, хәтта частный театрларга да ниндидер программалар эшләнәме, театрлар менә кыен хәлдә калмасын өчен. Беренче сорау, икенче өлеше бөтен театрларда безнең онлайн эшләмәде, онлайн эшләмәгән театрларда булды, менә бу периодта бөтенләй күренмәгән. Яхшы эшләгән театрлар билгеләп үтеләчәкме, алар ниндидер материал яктан, башка яктан? Просто сейчас жауап берсем ярыймын, потому что анда терминлар көп. Вот с точки зрения поддержки государственных и частных театров, вот я бы хотела разделить здесь этот вопрос на несколько пластов. Ну, во-первых, мы всем театрам на сегодняшний день сохранили бюджетное финансирование в тех объемах, которые были. Сейчас мы корректируем им государственные задания таким образом, чтобы сместить, вот поскольку была вот сизайтесис по поводу мотивации турандайтесис, да, вот мотивация, это как раз госзадание, она будет учтена. То есть понятно, что вообще у нас даже по национальному проекту России у нас есть два показателя. Это число посещений и увеличение числа посещений виртуальных ресурсов, да, онлайн-ресурсов, вот цифровых ресурсов. Сегодня показатель посещения цифровых ресурсов у нас, в принципе, по учреждениям мы вообще нацпроект выполнили.
Он у нас существенно вырос. Существенно. У нас только посещение сайтов порядка 10 миллионов дает показатель. Вот, сайтов наших театрально-зрелищных учреждений, музеев, культурно-досуговых учреждений. Порядка 10 миллионов. Мы эту статистику ведем. Отдельно у нас идет учет посещений мероприятий, которые транслируются в режиме онлайн. Поэтому в рамках госзадания вот один из инструментов поддержки – это то, что мы сохраняем госзадание. Вы знаете, что взаимоотношения государства с театром формируются на основе госзаданий с государственными муниципальными театрами. Им прописывается, какое количество спектаклей они должны сыграть и какое число зрителей они должны обслужить. Вот этот объем у нас, госзадание, он у нас сохраняется, несмотря на то, что, естественно, мы понимаем, что когда театральный сезон у тебя 10 месяцев, и когда у тебя театральный сезон 8 месяцев, да, или 7 месяцев, а у нас были риски, что у нас будет вообще театральный сезон 5 месяцев, 6 месяцев, то, естественно, ни о каком выполнении государственного задания речи быть не может. Поэтому, во-первых, мы сохраняем им объем бюджетного финансирования. Во-вторых, мы пришли к консенсусу, мы постоянно общаемся с руководителями государственных муниципальных театров, мы пришли и театрально-зрелищных учреждений. Мы пришли к консенсусу, что сейчас, пока еще у нас будут сохраняться ограничительные меры, коллеги пойдут в отпуска, и мы в июле месяце уже приступаем к репетиционному процессу, поэтапно начнем открывать наши театры для того, чтобы хотя бы за счет летнего периода увеличить театральные сезоны. Третий вопрос – это проектная деятельность. Все-таки есть еще система грантовой поддержки, и грантовая поддержка, она предусматривала реализацию конкретных проектов. Вот сейчас у нас идет корректировка этих проектов, потому что Навруз у нас был, например, на примере Навруза. Навруз он был предусмотрен в режиме офлайн. Мы его зачитываем как онлайн-мероприятие, сохраняя фактически бюджетное финансирование. То есть вот эти нюансы, они у нас, естественно, учтены. То, что касается коммерческих театров, то эти меры, мы одни из первых подняли вопрос в Российской Федерации, на уровне Российской Федерации, о том, что государственные учреждения культуры, муниципальные учреждения культуры, они получают хотя бы бюджетное финансирование, но то, что касается коммерческого сектора и те, кто имеет своих работников, они одна из ключевых зон риска. В связи с этим культура нас и федералы прекрасно понимают, потому что у них та же самая история. Вы знаете, отрасль культуры и отрасль кинопоказа включены в список наиболее пострадавших отраслей. И те коммерческие организации, которые имеют в своем штате работников, они имеют право получить возмещение вот из бюджетных средств в размере МРОТ на каждого из работников, если они сохранили рабочие места. Плюс есть те, кто арендует помещение, государство имеет, соответственно, льготные условия, плюс есть еще льготы по налоговым отчислениям. То есть определенный комплекс мер, все меры, которые распространяются на поддержку пострадавших отраслей, они актуальны и для учреждений культуры в том числе. И вчера у нас была еще онлайн-встреча с президентом Республики Татарстан, где один из вопросов был о том, что ключевая, одна из невозместимых на сегодняшний день, да, статей затрат – это затраты на рекламу. Потому что ты можешь разорвать на условиях форс-мажора контракты с исполнителем или там с режиссером или еще с кем-то, но у тебя реклама уже проплачена, услуга оказана. И вот у нас совместно с Татмедиа мы сейчас разрабатываем комплекс мер по информационной поддержке деятельности государственных и частных театров после того, как вот у них начнется активный сезон. Я считаю, что это вот для республики это очень ощутимая поддержка, потому что привлечение зрителей последующее сегодня для театров очень важный элемент. Но, естественно, я понимаю, что есть тема незаработанных денег, те деньги, которые как неупущенные выгоды своего рода. Мы просчитали ее, пока этот вопрос открыт. Пока этот вопрос открыт. Но вы видите, что ситуация не совсем простая экономически, поэтому с учетом тех объемов поддержки мы с хорошей базой пришли к 2020 году.
И, кроме того, у нас не прекратились работы по... У нас идет... Ну, мы уже... Завтра я вот буду в Челнахово, в Аберсайншава. Там у нас идет строительство Набережно-Челнинского драмтеатра. Оно не останавливалось. Вот мы посмотрим ход строительства там завтра. Эльметтаун, да, ремонт Параш. Вот именно... Ну, ничего вот материально-техническое, что ли, да, вот эта вот составляющая, связанная с обеспечением деятельности театров, она сохраняется. Вопрос только по творческой самореализации. Но то, что мы сегодня получили инструмент для того, чтобы зарабатывать онлайн, и я думаю, Эльфир Ильшатович, это может быть отдельная тема вообще для публикации. Мы, причем, как я и обещала тогда, что мы не будем устанавливать большую стоимость, мы вообще пошли потому, что сколько человек готов, столько он и заплатит. Но были люди, которые 3000 платили. Это гораздо больше, чем стоимость билета сегодня. То есть это та наработка, тот инструмент, да. Вот ее делать надо, понимаете, сохранить. Я поэтому думаю, что мало кто сегодня получил вот прямой материальной помощи. Вообще нужно стимулировать потребителя. Это общая европейская практика. Прямая дотация, она немножко расхолаживает. Здесь, в данной ситуации, мы будем стимулировать потребление, и это очень верный посыл. Ну, я же вам сказала, что здесь есть вопрос вот госзаданий, да, но это тоже, это для нас вызов. Это для нас вызов. Вы знаете, вот юридически я понимаю, что я не могу на них сегодня никак повлиять, да, потому что это же общие правила. Но к моей большой радости практически все театры сегодня нашли формы реализации. Может быть, были вот то, что мен уже айттым, автор бар турында, да, вот анда вот бик зур сұрау бар еді, защита авторских прав. Поэтому какие-то театры, они были настолько ограничены в возможностях перехода в онлайн-режим, что их вот активность в онлайн-пространстве, она была в части прямой трансляции там, или еще что-то, она была очень сужена. Но это отдельная тема, и вот мы с Эльфиром Ильшатовичем, мы с театрами, мы с директорами театра встречаемся онлайн в том числе регулярно, еще хорошая история, зум-конференции. Вот. И мы с ними пришли к выводу, что у нас, может быть, мы отдельную учебу, семинар проведем по авторскому праву с приглашением экспертов, как грамотно оформлять эти все документы, так, чтобы мы были защищены в онлайн-пространстве. Кроме защиты авторских прав, у нас всплыла еще одна тема, про которую мы никогда не думали, это плагиат. И сегодняшние сервисы, онлайн, этот YouTube-канал, да, например, он настолько щепетильно относится к теме заимствования, особенно в музыкальном плане. То есть, если это прозвучало, это музыкальное оформление где-то прозвучало, и ты заявляешь не того автора, который был заявлен в оригинале, то есть если раньше состоялась публикация, это искусственный интеллект, он сравнивает сразу контент и выдает, что это плагиат. Поэтому такие вот темы у нас были. Я еще раз говорю, для нас это очень интересный период, потому что это работа над анализом нашей текущей ситуации, над нашей состоятельностью. И, конечно, это вызов в будущее, то, над чем мы должны работать. Поэтому, шнокура минемше, вот, мында файда көбірек, чем какие-то там как потери, что ли. Поэтому, ну и, конечно, мы получили огромную армию зрителей, которые, я думаю, все-таки никогда, если и не были знакомы с нашим театральным искусством национальным, в силу того, что они были вынуждены обращаться к ресурсам различным, они сегодня будут заинтересованы прийти и посмотреть спектакли вживую, потому что энергетика офлайн гораздо сильнее.
Ну, мен уже айттым, что, иншалла, біз июль айында ішке шығабыз. Концерттар турында, менімше, июнь айында, ну, нешке айтырық, қазір бет негативный прогноз, мында айтып бола, там, позитивный прогноз. Вот позитивный прогноз, это июнь. Июнь айында алла бірса концерттар болашақ. Июнь, нет, концерттар, мен концерттар турында айтым. Какие-то первые концерты, возможно, не массовые площадки. Ну, не квартирники, Фарид Равкач. Вот... Ну, біздің түрлі форматлар бар бит, да? У нас есть большие залы, там где 1000, да, там, предположим, тысячники там или трехтысячник Ильгам Шакирова. И есть небольшие площадки. Вот мне кажется, небольшие площадки, они заработают уже в конце июня, но, естественно, при соблюдении всех ограничительных мер. Вы видите, что каждую неделю идет послабление. Поэтому миным хаялым июнь айы болсын. А это вот как дальше будет, это уже Алла Тағала ничек яза, шулай шығау. Это не все в нашей власти, я извиняюсь, конечно. Ураза бита, точно, ураза вакытында барып этот ярамы бит. Жырларға там или еще там вообще развлечения. Вот так что это. Рахмет, біз Ярар, сұраулар бек зор болмаса рахмет мен. сізге. Барыңызға рахмет. Спасибо большое, Ярар, нашел тұрыңыз, Ярар. Рахмет, сау болыңыз. Илфир Илшатович, ширатта сұрауына сізге берек. Фестивальні міне бұл онлайн режимда ұздыру ол қотлаулырақ мы, шығымлырақ мы, сіз неше көресіз, шығымлырақ болашақ мы, қотлаулырақ болашақ мы? Ғымумен, нендей өзіншеліклерін көресіз міне бұл онлайн ұздыруының? Бұл бірінші тапқыр бетейін. Әйе, қайырлы күн. Біріншіден бек зор рахмет Найрат Қывзияновнаға, Наурыз фестивалінде форумындаған har yıl көтерәләр һәм бізге ярдәм итәләр. Менә бұл елны даган бұл карантинға, эпидемияға қарамастан біз үткәрергә ойладық. Біз бұның турында бір ойлап ойлаганбыздыр. Ничегрәк яки үткәрмәскә гомумән күп кенә фестивальләр, форумнар бит инде туктатылды яки күчерелде. Біз ойладык тагын һәм үзебезнең спектакльләр, трансляцияларны башлагач, апрель айында мондый мөмкинчелек бар икән, интернеттан дагын карап һәм интернеттан өйрәнеп була икән. Шул ук вакытта бүтән мәктәп, студентлар, вузлар бөтенесе дә онлайн укуга күчкәч, мин шуны күргәч, без шуны күргәч, нигә безгә дә шундый уку эшләмәскә дип уйладык. Һәм менә 8 июньнән 17 июньгә хәтле булачак ул. 18-19 елларда Фәртабый һәм Юрилион шагыйрьчеләр белән фестивальдә, форумнарда без уйлаган нинди темага, һәрбер форум безнең ниндидер темага багышлана иде. Һәм без инде теге елларда уйлап йөри идек, менә ничек менә сәнгать дисциплиналарын дип әйтик, күчерергә онлайнга. Чөнки бөтен кешедәген килеп җитә алмый, дәресләр алырга мөмкинчелекләре ничектер безгә дә тудырырга кирәк. Һәм шул ук вакытта бер мәсьәлә генә әйтеп китәм. Мәсәлән, укырга җибәрәбез Мәскәүгә төрле специалистларны, шул ук сәхнә эшчеләрен булсын, ул җибәрәбез, кире кайтмыйлар. Шуңа күрә ничектер менә бу укуны интернет аша үткәрү турында уйланып йөри идек. Һәм без форумны дагын былтыр уйланып йөрдек, һәм біз форумны дагын атаган идек, интернеттан билим бирү дип. Интернет аша билим бирү, театр дисциплиналарын, театрда катнашкан барлык профессияларны. Шулай итеп без шуны уйлап йөргәндә, Аллаһ Тәгалә китерде дә куйды, монда бөтенесен күчер. Сез телисезме шулай, мәгез дигән кебек, офлайн без күрешергә тиеш идек бу елны, әгәр эпидемия булмаган булса. Әмма дә ләкин күрешеп, аңлатып, менә шундый дәресләр бар, менә шулай үтәчәк дип. Әмма дә ләкин безгә бу елны инде аны чын барлыкта кулланып та карарга туры киләчәк, һәм без үткәрергә булдык.
Педагоглар белән әлбәттә башта сөйләштек, аларның ничегрәк уйлаганнарын әзерме, алар менә күчергә шундыйга. Чыннан да алар бөтенесе дә барысы да хупладылар һәм күчергә ризалаштылар. Берсе дә мин әйтмәс идем, китте, кайсылардыр юк, мин булдыра алмыйм, мин эшләмим алай дип әйтүче булмады. Беренчедән, икенчедән, инде техник яктан килгәндә безнең партнерларыбыз бар, информатика компаниясе, алар безгә махсус площадка әзерләделәр, һәм шул площадкада интернет-площадка, платформа дип атасак та була. Шунда инде біз бу эшне алып барабыз. Ул программалар языла, һәм аларга менә мин аларның җитәкчеләренә һәм большое спасибо вот компании «Информатик», которые вот дали возможность такую, что организовали нам платформу специально для того, чтобы провести вот эти вот как сказать, техническую возможность, потому что мы сами еще не понимаем, как это, что это будет происходить. Мы как вот потихоньку, как кроты, идем, копаем. Вот я думаю, будем пробовать. И также вот большое спасибо техническому партнеру ICL Техно. Они нам для проведения этих всех форумов и через Zoom и так далее, нужна техника, то есть компьютеры, ноутбуки сильные, видеокамеры и так далее. Они нас тоже этим обеспечили. Вот большое спасибо. То есть мы, у кого помощь просили, кто чем смог, он помог. А по финансам, я бы сказал, даже чуть дешевле, чем офлайн. Шузырак күрешеп дәрсләр караганда. Әлбәттә инде кайбер статьялар монда интернетка күп китәчәк акча, Zoom-нан сатып алырга менә бу конференцияларны, шуңа статьялар гына алмашынды, әмма дә ләкин бу бик кулайдыр да дип әйтеп китәсем килә. Рәхмәт, сораулар булса бирелер. Башта без сүз бирик, Фәрит Рафкатович, сезгә. Соңыннан без башта сезгә сүз биреп чыгыйк. Нинди мастер-класслар узачак, кемнәр чакырылыр, шулар хакында сөйләп китсәгез иде. Калындымы монда? Әйтегендә калды. Хәерле көн. Мин кызыксыну күбрәк булыр дип уйлаган идем. Бар 3 кенә кеше утыра, 4-нчесе китте, бар иде. Шулай да бар бер хәерле көн, рәхмәт. Онлайн бәлки шуннан да хәзер. Ну, дөресен әйткәндә, әгәр дә киләчәгебез шул икән, мин моңа бик үк риза түгел. Мин барыбер театрны үземчә генә түгел, бу театрның табигаты барыбер элемтәгә корылган. Әгәр дә элемтә юк икән, турыдан-тур элемтә юк икән, тамашачылар белән артистларның үзара элемтә юк икән, сәхнәдә уйнаганда, әлбәттә бу инде минемчә театрның мәгънәсе юк дип әйтеп була. Шуңа күрә әлбәттә бу технологиялар, бу онлайннар кирәктер. Ансыз булмый дөнья алга тәгәри. Ләкин барыбер кайбер нәрсәләр минемчә үзгәрергә тиеш түгел. Инде менә бу онлайн, менә Илфир Шадрис әйтте, без былтыр ук инде ул турыда уйлаган идек, Юрий Леонович Альшиц белән. Чөнки ул алга карый торган кеше. Ул избатлады безгә, ни өчен ул кирәк. Менә ди киләчәктә барыбер ул шул нәгә без кайтып калачакбыз ди. Вот ул шул ук вакытта киңәйтә, элемтәләрне киңәйтә торган нәрсә, чыннан да ул әйбер бар, менә Ирада Хавизян да әйтте. Безнең спектакльләребезне турыдан-тур эфирдан караганнар, Австралия, Америка. Бу дөрес, ләкин барыбер турыдан-тур элемтәне, турыдан-тур әңгәмәне бер нәрсә алыштыра алмый. Ну, яры әле менә форумга туры килде. Фестивальга түгел, яры әле форумга туры килде. Чыннан да белем бирү онлайн. Ну, менә карарбыз.
Чөнки монда әлбәттә күп нәрсә педагогларның үзләреннән тора. Мин мәсәлән икеләндем, кирәкме, без зак кына сөйләштек, уйлаштык, кирәкме ул, юкмы, педагоглар белән дә сөйләштек, кирәкме ул, юкмы, ахыр чиккә хәтле. Менә кадәр май башлангач кына без төгәл бер фикергә килдек, уздырабыз дидек. Чөнки чыннан да менә Колумбия белән дә сөйләштек, Санкт-Петербург, Польша белән дә, Германия белән дә, Мәскәү. Алар бөтенесе бик җиңел генә ризалаштылар. Мин бераздан аптырап та калдым. Кара, бигрәк җиңел ризалаштылар булар. Без 2 ай буе уйлаштык, икеләндек. Улар, ярар, хәтта монда бию бар бит безнең, мәсәлән, менә пластика, Андреашкин, Мәскәүдән. Менә белмим, миңа мәсәлән кызык, ничек ул өйрәтер икән безнең артистларыбызны. Чөнки менә ул тенденция развития современный театр 3 кеше алып барачак, безнең Нияз Игламов алып барачак, Мәскәүдән Татьяна Круковская, Польшадан Агнешка Петровска. Ул безнең дустыбыз, ул фестивальгә да килгәне бар, ул бик яратты безнең фестивалебезне, хәтта шуңа күрә җиңел генә ризалашты. Менә аларны мин кайдыр аңлыйм. Ул лекция кебегрәк барачактыр инде, шуңа күрә ул аңлашыла. Ә менә артистлар белән, педагоглар белән, режиссерлар белән эшләү, хәтта режиссерлар белән эшләү, ул да кайдыр мин күз алдыма китерәм. Ә менә артистлар белән ничек эш барачагын миңа үземә дә кызык. Шуңа күрә менә Юрий Альшиц ул алып барачак педагоглар белән һәм артистлар белән бер курс алып барачак. Анысы чыннан да бик катлаулы. Шуңа күрә ул фестиваль кысаларында гына шикләнмәячәк. Ул августка хәтле барачак. Менә шул 4 көн, 5 көн фестиваль барганда, фестиваль форум барганда педагоглар һәм артистлар катнаша торган, ул секциядә катнаша торган артистлар һәм педагоглар задание алачаклар, һәм менә шул августка хәтле шул заданиене алар үтәячәкләр. Очрашып педагоглар белән, мастер белән очрашып, шуңа күрә аның нәтиҗәләре август аенда булачак. Һәм шул нәтиҗәләргә без нәтиҗәләрне җыеп, менә шул секциядан җыеп бер кыска гына менә хыялланабыз фильм ясап, аны YouTube'та күрсәтергә, гомумән менә театр дөньясын таныштырырга менә шул эшләгән әйберләребез белән. Режиссерско-актерский курсны алып барачак Колумбиядан минем дустым, без бергә укыдык ГИТИСта, ул хәзерге көндә Колумбияда эшли. Ул таныш, Навруз фестивалендә катнаша торган кешеләргә ул таныш. Шуңа күрә бүгенге көнгә аңа мәсәлән 18 кеше язылган. Бу нәрсә белән аңлап була. Ул кайчан бер 10 майда гына җибәргән үзенең программасын. Шуңа күрә бүгенге көнгә 18 кеше язылган. Альшицка 45 кеше, чөнки беренче булып Альшицның программасы чыкты. Шуннан соң сәхнә теле буенча шулай ук безгә бик таныш кеше Дмитрий Кашмин Санкт-Петербургтан, ул сәхнә теле дәресләрен алып барачак. Пластика буенча әйттем Александр Андреашкин, бу безнең өчен яңа кеше. Ләкин без аның турында беләбез. Мәсәлән, былтыргы фестивальгә, әгәр дә сез хәтерлисез, Румыниядән театр килде, Мольер буенча спектакль күрсәттеләр. Анда менә пластика буенча шул Андреашкин иде. Ул танылган кеше театр дөньясында. Шуңа күрә без беренче мәртәбә аның белән эшләп карыйбыз. Ул шулай ук ризалашты. Миңа кыен түгел, мин дә алып барам. Вот, современный театр, тенденции развития, менә әйттем, Польшадан, Мәскәүдән, Казаннан. Шул вакытта менеджмент, пиар-технология дигән дәресләр, анда иң күп язылган кеше, 64 кеше язылган. Бүгенге көнгә
мынандай Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Казаннан Наталья Коленская, Пермьнан Егор Мухин деген кешеләр алып барачаклар. Курчак театры ичендә аерым программа булачак. Аны Элина Агеева алып барачак Санкт-Петербургтан. Һәм менә театральный критика и работа литературной части. Анда Ситковский Мәскәүдән, Мәскәү кешеләре икесе дә алып барачак. Шулай ук бар художественно-постановочный части, бу безнең өчен бик мөһим. Өлкә, чөнки бүгенге көндә иң зур дефицит менә шул художественно-постановочный часть. Шуңа күрә монда 28 кеше язылган. Мәскәүдән 4 педагог Мәскәүдән булачаклар. Менә шул. Тагын нәрсә әйтим. География заявок кызык кына монда бар. Чыннан да география заявок кызык үземә дә булды. Казан, Уфа, Калмык, Коми, Санкт-Петербург, Мәскәү, Йошкар-Ола, Смоленская область, Тагил, Тюмень, Бурятия улануды, Екатеринбург, Чувашия, Узбекистан, Казахстан, Чечня, Челябинск, Алтай, Иркутская, Якутия, Ростовская, Свердловская, Самара, Оренбург, Омский, Красноярский, Осетия, Пермский, Хабаровский, Новосибирск, Ижевская, хотя Сургут бар. ХМАО, Югран сел. Ханты-Мансийский автономный округ. Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, город Сургут. Вот. Беларусь тәнді бар. Менә. Рахмат, біз Қызықсыны зор. сөз берейік те мәдәни программа турында сөйлеп таныштырып кетсеңіз, или андан соң сұрауларыңыз журналисттер берер. Микрофонды тұташтырыңыз. Во время проведения форума запланирована программа показа спектаклей театра Камала. Сейчас. У меня нету этого. Я сейчас просто... Вот, и будут представлены Сунгян Йылдызлар. Это, да, последняя премьера, буквально последняя, крайняя премьера театра Камала в этом сезоне. Дон Жуан, Дарсери Браттер театр. И, как вы знаете, да, это такая иммерсивная история, да, спектакль «Бродилка». То есть это тоже очень интересный вариант, опять же, да, для ознакомления. Бию Перье. Ну и Дон Жуан сказала. Дон Жуан. То есть вот эти спектакли будут, да, на большой сцене и на малая сцена предстанет в парковке. Это по художественной части, по культурной программе, по обучающей все уже как будто бы высказались. Вот. Но я хотела бы добавить, наверное, к таким опасениям Фарид Равкатовича, что вот эта вот связь, ну, мне кажется, это как бы такая отдаленная связь, она наоборот нас всех приближает и сближает. Какая-то есть возможность и для актеров, вот, скажем, да, когда они становятся перед камерой, не получают этого отклика, это совсем какая-то другая, мне кажется, жизнь внутренняя включается. Но это не совсем кино. Если мы говорим о том, что, скажем, да, вот я еще хочу дополнить Фарида Равкатовича, что результаты работы лабораторий, они тоже довольно интересные. Скажем, вот, да, про Альшица, про педагогику театра. Это после двухмесячного обучения и общения педагога с актерами будут отобраны моноспектакли, да, будут отобраны отрывки моноспектаклей, которые приготовят вот этот вот тандем педагогический, актерско-педагогический, и они будут представлены, лучшие из них, на следующий год в режиме офлайн в рамках фестиваля «Наурус». Это первое. А второе, то, что Алехандро Гонсалес Пучи будет работать над темой возможности виртуального театра, то итогом его лаборатории будет реальный в живом времени проходящий онлайн-спектакль. Вот, то есть это еще такая дополнительная как бы
задача техническая, то есть у нас будет также, да, зритель собираться, будет, там, я не знаю, может быть, онлайн-рекламная кампания, да, зрители будут собираться, билеты они вряд ли будут покупать, конечно, но они там получат эту ссылку, войдут, прозвучит там первый, второй, третий звонок, и они посмотрят в живом реальном времени этот самый онлайн-спектакль, который они разработали в течение работы секции. То же самое планирует делать Дмитрий Кашмин. Он тоже говорил об онлайн-показе. Возможно, это будет также живое время, реальное. Говорю живое, потому что, да, вот здесь и сейчас. Или же это может быть какой-то фильм небольшой с работами, которые представят тоже участники этой лаборатории. Вот. По поводу работы, скажем, секции театральной критики и работы литературной части, там тоже будут задания и, возможно, лучшие работы, да, потому что люди будут учиться писать рецензии и другие жанры театральной критики осваивать. И, может быть, какие-то из этих работ непосредственно мы тоже сможем с ними познакомиться. Вот, это как бы такие дополнения. Рахмат. Фарид Рафхатовичка сұрауы бар. Да. Да, Да, в общем, да, кто ответит, кто сможет ответить на вопрос. Какое количество максимальное участников будет, ну, возможность будет принять на онлайн-лекциях? Там же ограниченное количество, скорее всего, ну, не получится там в неограниченном формате это все проводить. Вот. И по Zoom-конференциям, я так понял, там на одну можно только регистрироваться, я там почитал в правилах, вот, и как-то уточнить вот этот вопрос. То есть зрители, ну, например, участники, они не смогут посетить отдельные какие-то мероприятий, будут ли они потом в записи? То есть можно ли будет участникам еще раз пройти другие какие-то курсы? Большое спасибо за вопрос. Мы тоже это обговорили с педагогами, разделили группы, то есть кто регистрируется, регистрирующих на две категории людей, то есть это участники непосредственно, допустим, предмет сцен-речь. 15 определил, допустим, Дмитрий Кашмин, 15 человек. 15 человек вот этих Дмитрий Кашмин будет видеть постоянно у себя тоже на экране и будет с ними тренироваться. И есть категория зарегистрироваться как слушатель. Наблюдатель или слушатель. Мы их назвали слушателем, и они будут видеть и слышать педагога. Но педагог их не видит и не слышит. Если у слушателей есть вопрос какой-то, они могут написать модератору, у каждой секции есть отдельный модератор, они напишут модератору, модератор уже потом задаст этот вопрос педагогу, педагог уже в удобном случае ответит на эти вопросы. По поводу, почему мы сделали таким образом, что только на одну секцию может посетить, в связи с тем, что мы вообще когда устанавливали время занятий, думали, когда, во сколько. И там, если вы заметили, там не начинается ни с 10, ни с 9 утра. А мы выбрали оптимальное время для всех удобно. С часу до 4, до 5. Потому что в этом промежутке могут соединиться и Якутия, где 6 часов разница, Тыва, 4 часа разница во времени, и по всему миру, и не только России, а если по всему миру смотреть. Поэтому мы вынуждены были, что один человек регистрируется только на одну секцию, потому что все занятия в одном промежутке, и потом не будет перебегания. И может оказаться так, я пойду сюда, я пойду сюда, я пойду сюда. Вот это все мы убираем и жестко контролируем. И здесь контроль очень жесткий. Если у каждого педагога модератора есть, слушатель или участник пропустил один день из 7, он снимает его. И может модератор, совместно переговорив с педагогом, там же слушатели не только 1, 2, 3, и слушатель может перейти как участник уже. То есть он наблюдал в течение всего времени и может дальше продолжать учиться, то есть стать участником. Там есть вот такие, такие правила, потому что это без этих дисциплин, то есть дисциплинарно должно быть, потому что без дисциплины даже отдаленно это нужно контролировать. И у каждого будет модератор, который будет общаться непосредственно со слушателями. Мы объявили регистрацию 10 мая, закончится она 4 июня.
также вот молодцы, что зашли, уже можете зарегистрироваться. Для журналистов тоже очень интересные, я думаю, вот эта вот театральная критика очень интересно тоже будет послушать, поэтому записывайтесь, пока есть время. 5 июня уже мы прекратим прием заявок. И я хотел бы еще сказать, записи мы будем делать, но у каждого педагога свое как бы требование. Некоторые не дают запись, некоторые дают. Мы будем записывать, но после, авторское право это есть, после уже обговорив до конца с педагогами, в каком формате мы можем давать, может не все уроки, может она скажет, давайте сделаем ролик, то есть подчистим, монтаж, что-то как-то. Вот. Когда это будет уже красиво и правильно, я думаю, мы сможем. Это уже по требованию, допустим, вы написали на нашу почту, я хочу прослушать такую-то лекцию. Мы можем отдельно только для вас выслать, и чтобы сделать таким образом, чтобы вы не смогли его распространять по всему интернету. Это, к сожалению, это нужно принимать, потому что Ирина Хафизян тоже сказала, авторские права на сегодняшний день, они существуют, они есть, и их надо соблюдать, уважать. Это, это культура, да, элементарная культура. Поэтому, и вот Ирина Хафизян сказала по поводу онлайн-трансляции и так далее, я думаю, в менеджменте про это тоже проговорится, что как вот мы можем в таких ситуациях, и может, что нужно, какие оборудования, там, что это, как делать. И все равно как бы и участники, и слушатели могут делиться своими опытами. И они уже, я думаю, совместно с педагогами каждая секция будет давать слово и полезно. Когда люди собираются, разные идеи, у кого кто как работает, это всегда интересно, это всегда полезно для всех. Вот, и по поводу, Фарид Рафаевич тоже отметил, у нас предмет работники художественно-постановочной части, действительно, это тоже очень востребовано на сегодняшний день. Также во всех театрах, несмотря там Татарстан, Москва, Казань или где-то везде это не нужны, и повышать квалификацию таких людей тоже нужно. И знакомить с новыми технологиями, теми же самыми, которые можно принять уже при офлайне на спектаклях, при постановках. Вот. Рахмет. Сұрауларыңыз кім бар? Сіздің? Айда, бер. Фарид Рафкатович, вы про фильм сказали, который на Ютубе будет, посвященный фестивалю, я так понял, да, вот этому формату, форуму, в этом году? Нет, я не говорил о фильме, который бы отражал весь фестиваль, а именно конкретно вот эту вот первую секцию Юрия Леоновича Альшица, потому что там будет финальная, заключительная стадия. Действительно, актеры будут, подготавливают такую целую сценку минут на 20, на 30, монолог, выполненный совсем в другой методике, который не применялся еще, я думаю, даже нигде. И поэтому такой длинный период мы определили Юрию Альшицу. Там по книге 45 вопросов. Ну да. 45 дней. Поэтому, да, у него есть книга, вышла 45 вопросов к роли, и поэтому мы так и решили, что 45 дней будет идти вот это занятие его по этой методике, вертикаль роли называется. То есть это вот абсолютно методика самостоятельной подготовки актера собственной роли. Вот, то есть это, есть. Нужно это? Я думаю, что нужно. Потому что мир действительно меняется, и уже некое такое иждивенческое распределение функций театральных работников уже уходит. То есть, когда актер, он там слушает, что ему скажет режиссер. Да? Режиссер – это все. Это уже все заканчивается. Ритмы другие, поэтому быстро. За неделю сейчас будут выпускать спектакли, очень быстро. Актер сам сможет. Да еще онлайн будем репетировать. Времени нет общаться. Все в бегах. Времени нет. Зачем вы остановились? Но вот это для меня это самая интересная остановка.
самоизоляция. В свободном формате его можно будет посмотреть, да, потом? Ну, или как-то он в Ну, рамках... понятно, фестиваля? раз я сказал, что это фильм, то, наверное, мы как-то все это будет монтироваться, это нарезка какая-то, наверное, будет, чтобы познакомить только с этой методой и с результатами, как этого. А потом, как вот Гульшат сказала, действительно, на следующий год Аллабиса фестиваль, на фестиваль мы уже будем, кого определит сам педагог этих актеров, уже мы будем приглашать на форум, где мы будем показывать уже какой-то такой в полноценном формате, что из этого может получиться. Рутиль. Сұрау Ильфир Ильшатовичқа һәм Фәрит Рафкатовичқадыр. Менә программаны төзегәндә моны бит татар театры оештыра һәм ниндидер милли компонент булырга тиеш дигән бурыч куелдымы программа директорына? Сұрауның дәвам буларак, ни өчен менә Камал театрының үзендә дә белгечләр бар бит? Ни өчен алар дәресләр уздырмый? Әйтик, Фәрит Рафкатович ул барыбер Россиягә ул гомумән билгеле режиссер бит инде, аның дәресләренә дә кызык булыр иде. Хәтта Илшат та ул Мәскәүдә дәресләр уздырды, менеджмент буенча ул да дәрес уздыра алыр иде. Ни өчен менә бу як каралмады? Татарстаннан укытучылар юк. Нияз бар беләм, ләкин Рахмет бик зур сұрауыңызға. Ну, мында дұрыс генә әйткәндә, ну, педагоглар буенча, мәсәлән, шул ук менә Илшат турында әйттегез, алар үзләре уже модератор булачак секцияның менеджмент PR технология уланда рәхәтләнеп педагоглар белән сораулар биреп аларга эшләячәк. Biz периодически җыелабыз директорлар белән дә, театр директорлар белән үзебезнең арабызда нәрсәдер эшләнелгән, ничек эшлибез, без һәрвакыт элемтәдә алар белән. Шуңа күрә безгә дәгән, үзебезгә дәгән күбрәк читтә күбрәк нәрсә эшләнгәнен беләсе килә. Монда файда алу ягыннан. Үзеңне күрсәтү Uşurağı bulsa mı sen etmişti ki bunda forumna kaysı ülke kaysı millet sen etmişti utkere forumna mene bu epidemiya vaxtında Tatarstandan başka Tatar teatrından başka birinciden ikinciden bizning mene programını aytib ketdi Gülşat bizning anda mene Süngen Yıldızlar Алар бүтүнсү дә татарча һәм шунсы да булачак. Бүгенге көндә без аларны ике телдә күрсәтәчәкбез. Анда титрлар булачак рус теленә һәм инглиз теленә титрлар белән. Монда милли программа, менеджмент PR-да нинди миллилек. Яки работа художественно-становочной части нинди миллилек. Мин бик бу сорауны аңлап бетермим. Biz презентуем үзебезнең менә эпидемия вакытында татар театры форум үткәрү белән. Мәскәү белән Питердан рус укытучыларны да әйтик Фәрит Рафкатович та укыта алыр иде бит бөтен Сезнең җавап көтелә инде монда. Юк, ну, мин бит үзем дә өйрәнәм. Siz şu ойлайсыз, мен бүтінсін де білем. Бұл бит шиттен шақыртылған кішілер үшін генә түгел, бұл бірінші ширатта бәлки өзібізге, шолық Ильфир Ильшат чықады, шолық Көмәл Ильшатқа, біздің завпостларға, біздің әдәби бүлігіне менімше аралашырға керек. Нәрсе біз қазір? Мен бигүк тоже аңлап бетермим, милли компонент, ну, Нәүрүз дигән сүз бар. Татар театрында уза, оештыручылар без, татар спектакльләрен күрсәтәбез. Ну, аралашырга кирәк. Нәрсә инде ул хәзер? Я на все секции буду, к сожалению. К сожалению. Юк, миңа үземә кызык, мин үзем өйрәнәм. Юк, шуннан да Үзебез дә белем алабыз без. Әйтәмеш, бәлки бу беренче чиратта безнең үзебезгә кирәктер. Әлбәттә, без яздырабыз, кешеләр язылалар, алар өйрәнәләр, но беренче булып без үзебез өйрәнәбез.
Һәрбер фестивальдан соң, форумнан соң без җыелып, сөйләшәбез, нәтиҗәләр ясыйбыз. Ничек менә шуннан нинди белем алдык без, нәрсәләр үзгәртәбез. Минемчә, иң күп файда безнең үзебезгә. Вот минемчә шул. Һәм запислар бездә кала. Төрки театрлардан укытучылар, Төрки Республика укытучылар каралма даими бар, Мәскәү белән Питердан төп укытучылар. Рус театры вәкилләре. То есть Азербайҗанда, Кыргызстанда, Казакстанда, Якутиядә да әйбәт укытучылар бардыр бит инде, укытучы булырлык шәхесләр дип әйтүем. Сез Мәскәү белән Питер ягына гына карадыгыз, әйеме күбрәк? Бу очракта әйе, чөнки беренче тапкыр беренчедән менә бу Zoom аша үткәрәбез онлайн. Беренчедән, икенчедән әлбәттә бар бөтен өлкәдә, бөтен милләтләрдә дә, төрки милләтләрдә дә күп профессорлар да, вәкилләр. Әмма ләкин кем булдыра ала онлайн аша, экран аша, кемдер булдыра алмый. Менә бу очракта без менә буларны таптык, бу кешеләрне, шуңа күрә алар белән эшлибез. Тагын сорау. Да. Ну, здесь большой разброс по участникам, да, почти со всех регионов России. А тут новинки есть? Вот откуда прям впервые прислали, откуда не ожидали, может быть, заявку? Ханты-Мансийск. Первый, да? Этот, допустим, Хабаровский край, Северная Осетия, Красноярск, да, еще Тагил был, да? Вот, ну тут есть из Екатеринбурга, из Белоруссии. То есть, В Беларуси, то есть, тоже первый, да? да, то есть это очень открыл много таких. Аннары все-таки теге шун сорауга дәвам итеп җавап. Бүгенге көндә шул өлкә буенча, театроведение буенча, ну ни хәл итәсең? Мәскәү белән Питер гына чыгара. Ну юк бит. Казанда да юк. Менә без нине тантананы уздырдык, анда номинация керттек. Театровед. Кемне кертәбез соң без? Шыннан да шулай Юк. специалистлар, әлбәттә. Мәскәү әзерли, Питер әзерли, ну нишләтәсең? Берсе бер Якутиягә бармый. Калалар шунда Мәскәүдә, Питердә яры менә Гөлшат. Ничә ел Питердә ятканнан соң монда кайтты. Юк. Юк, җәмәгать, что вы хотите? Ну, это вот так, это факт, это действительность такова. Это первое. Второе, сез әйтәсез, шул ук Азербайҗаннар, шул ук казаклар, аларга кызык Мәскәүдә, Мәскәү театрларында, Россия театрларында ничек театр нинди адымнар белән атлый. Ну, шулай. Мин абсолютно килешәм синең нәрсә дип әйтим. Такой оппозиция. Мин үзем дә аларга бик каршы. Мин аларны үземнең отношением бар минем аларга. Но действительность такова. Ну нишләтәсең? Шул менә работа художественного постановочной части. Аларны өйрәтәләр школа хатта гына. Һәм заочный юк, очный гына бар. Анда мин җибәрәм эшне укырга театрдан. Укырга кире кайтмый. Кала шунда, Мәскәүдә. Шулай. Сорауларыңыз жауап тапсаңыз, Идил журналында мында сорау келген, бұл фестивальге кагылышлы түгел. Шатыш сезге. Камал театры сайтында онлайн трансляциялар театрлар эшли башлагач токталачакмы? Әллә инде кайбер спектакльне карау мөмкинлеге калачакмы? Әгәр алар Рәсәйдә яшәмәсәләр, калачак. Әгәр Рәсәйдә яшәсәләр, калмаячак. Нижний Тагилда булса да. Әйе. Бу трансляцияларны без киләчәктә ясаячакбыз. Әлбәттә, ниндидер без аерым бер репертуар ясаячакбыз. Ул онлайн трансляцияларга, офлайнга комачауламасын өчен. Һәм шул ук вакытта без инде, мәсәлән, менә бер ничек дип әйтим, опробовали, ясап карадык. Менә февральдә Сүнгән йолдызлар спектакльнең премьерасының 3нче көнен без трансляция ясадык Чаллыга кинотеатрга, һәм бик уңышлы, бик әйбәт узды. Менә шуннан соң инде без хәзер
Нижний Тагилга дагы трансляция ясыйбыз. Якын тирәдәләргә түгел, әлбәттә Татарстандагы кинотеатрларга түгел. Юк, шалага булмый. Кайгырмас. Екатеринбург менә шундый проект безнең бар, һәм безнең мөмкинчелекләребез дә бар. Онлайннан сайттан инде киләчәктә шулай ук без ясаячакбыз ниндидер программа айрым. Һәм шунда әйтеп китәсем килә, Камал театрының YouTube'да үзенең әлбәттә каналында барлыкка килде. Һәм анда без ике атнага архив спектакльләребезне җиткереп торабыз. Чөнки менә әйтеп киткәнчә Ирада Хафизовна авторлык хукуклары бар беренчедән, һәм без милли театр булганга күрә Россиядә безнең рус теленә титрлар булырга тиеш. Шуның өстәвенә без әле алгарак та киттек. Бу әлбәттә сорадылар. Чит илдә яшәүче, Америкада яшәүче кайбер татарлар сорады. Менә мин татарчадагын авыр аңлыйм. Русча бөтенләй белмим, анда нәрсә. Инглизчә титрлар булса, безгә дәгән җиңелрәк булыр. Без менә мәсәлән YouTube каналында сез Хуҗа Насретдинны алып ачып карый аласыз. Анда титрларны инглизчәдә, русчада кабызып карап була. Булды? Рәхмәт аларыгызга. Рәхмәт барыгызга да. Дигәнегез өчен, аңлатқаныңыз өчен. Рәхмәт.